Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Якутянина оштрафовали на 30 тысяч рублей за подделку справок о доходах. Он подделал документы, не желая выплачивать алименты двум своим детям. Должник был не согласен с тем, что бывшая супруга заявила о взыскании алиментов. Бывшая жена, на протяжении 5 лет самостоятельно воспитывавшая детей, подала в суд заявление о лишении нерадивого отца родительских прав. В августе 2016 года 30-летний мужчина по совету знакомых решил снизить размер своего долга по алиментам, предоставив приставам подложные документы. По ним выходило, что в течение 2014-2015 годов он ежемесячно получал около 12 тысяч рублей. После этого он попросту перестал являться на прием. На мужчину возбудили уголовное дело. В суде он признал свою вину. Суд оштрафовал должника на 30 тысяч рублей. Комиссия Росавиации выясняет обстоятельства происшествия в небе над Якутией. Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Оленек-Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия и получил повреждения. На борту находились 4 члена экипажа и 33 пассажира, в том числе 14 детей. Ан-25 благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. По результатам проверки станет ясно, через какое время воздушному судну будет вновь разрешено совершать перевозки. В Нерюнгринском районе полицейские провели проверку местных такси. Из-за увеличения числа нелегальных перевозчиков подобные рейды проводят на регулярной основе. Какие опасности таит в себе поездка с нелегалом? Репортаж моей коллеги Екатерины Павловой. Самые распространенные нарушения в сфере легковых такси – это отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и невыдача кассового чека или бланка строгой отчетности при расчете за поездку. С целью выявления таких нарушителей на дороге Нерюнгринского района вышли сотрудники Гостехнадзора и ГИБДД. В связи с увеличением числа нелегальных перевозчиков подобные рейдовые мероприятия проходят регулярно. В текущем году проверено более 80 легковых автомобилей. В результате составлено и возбуждено 8 административных правонарушений. Хотелось бы призвать пассажиров обратить внимание в целях обеспечения безопасности. Легковые такси должны иметь на кузове септографическую схему, должны выдаваться кассовые чеки и квитанции, а также наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Нелегальные перевозчики выявляются путем оформления протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно. Протокол составляется непосредственно в момент перевозки и обязательно берется объяснение с пассажира, свидетеля, где он четко должен указать, что данное транспортное средство – такси. В дорогах всякое случается, поэтому, мне кажется, такая проверка-то как раз-таки надо. До нас поезда не ездят, вот приходится воспользоваться услугами такси. Недорого, комфортно, мне нравится вот так вот ездить. Полицейские призывают граждан отказаться от услуг нелегальных перевозчиков. У пассажиров в таких такси нет гарантий безопасности. В ходе операции сотрудниками были остановлены и проверены десятки транспортных средств. Помимо выявления нелегальных такси, добрая половина водителей имела и другие грубые нарушения. Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, иметь все требуемые документы, быть внимательными и ответственными на дороге, ведь цена ошибки порой очень высока. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Тем временем во Франции уволили советника президента за избиение демонстрантов. Эммануэль Макрон уволил своего советника по личной безопасности Александра Беналя после того, как в сети появилось видео избиения этим человеком демонстрантов. Главного телохранителя французского президента задержала полиция. Подробности в репортаже Рейтер, рассказывает Артем Шарунов. Человек в полицейской каске, который на этих кадрах проявляет грубость по отношению к женщине, это бывший глава службы безопасности президента Франции Александр Беналя. В пятницу Эммануэль Макрон уволил его после того, как скандал получил общенациональный резонанс. Инцидент произошел еще 1 мая, во время демонстрации по случаю Дня труда. Беналя по его просьбе позволили наблюдать за работой полиции во время массовой акции. Однако он принял непосредственное участие в разгоне митинга. Сначала грубо обошелся с женщиной, потом избил мужчину.
Публикация этих кадров вызвала волну общенационального негодования. Я был весьма шокирован, когда увидел эти кадры. Это же злоупотребление властью. Его задача охранять президента, а он использовал свое положение, чтобы попасть в ряды полиции, и внезапно начал нападать на протестующих. Неважно, под какими лозунгами они митинговали, но они не заслужили такого обращения. К ним уже применяли какие-то меры, но теперь взялись серьезно. Дело разрослось, привлекло к себе внимание, так что против него сейчас и закон, и общество. Первоначально, после публикации видео, к Александру Беналя решили применить значительно более мягкие санкции. Его всего лишь отстранили от работы на 15 дней. На президента Макрона тогда обрушился град критики за то, что наказание недостаточно суровое. Сейчас в Елисейском дворце говорят, что уволить советника решили после появления новой информации о его нарушении. В полиции, где Беналя находится на допросе, его обвиняют в насилии со стороны лица, несущего государственную службу. Первомайская демонстрация в Париже завершилась столкновениями, в результате которых 4 человека получили ранения, около 200 были задержаны. На этом пока все. Берегите себя.